У Бога есть важное послание, предназначенное специально для вас. В своей жизни вы сталкиваетесь с серьезными проблемами, которые вам придется решать решительно. Негативные силы находятся в движении и пытаются повлиять на вашу жизнь, но у вас есть силы избежать катастрофических последствий. Не стоит недооценивать важность этого предупреждения. Враг стремится разрушить то, что вы построили, даже порождая вокруг вас злобных существ. Очень важно защитить свой дом и семью. Очень важно сообщить об этом сообщении, чтобы избежать негативных последствий. Я смотрю, как кто-то уходит, не в силах больше терпеть. Вы находитесь в цикле потерь и разочарований. Ситуация критическая, и вам настоятельно рекомендуется принять незамедлительные меры для спасения этого человека. Благодаря высшей универсальной науке вам сообщают о неминуемой угрозе. Игнорирование этого предупреждения может спровоцировать катастрофические события. Вы являетесь проводником в этом земном путешествии, и это небесное откровение имеет важное значение для вашей роли. Божественное присутствие вплетает свою суть в ваш опыт. Обратите внимание на настоящий момент и следуйте этому руководству, сопротивление только увеличит проблемы. Это послание представляет собой призыв преодолевать невзгоды, погружаясь в благодать и внутреннее спокойствие. Ваше одобрение символизирует вашу приверженность этой духовной миссии. Это проверка вашей способности преодолевать препятствия. Примите меры предосторожности и действуйте в соответствии с этим руководством, чтобы защитить себя и своих близких в критические времена. Очень важно сохранять спокойствие, чтобы избежать осложнений. Мы разделяем с вами этот период вашей жизни, возможность получить предназначенные вам блага. Неукротимая вера, преодоление проблем и согласие со Словом Божьим необходимы для достижения спасения. Избегание критики и уход от негативных энергий улучшают качество жизни. Божественное присутствие является светом надежды и раскрывает скрытое зло, позволяя разорвать пагубные связи. Комментарий 8080 привлекает сострадание, благословение и процветание. Божественный свет объявляет обогащающую неделю, освещая ваши цели. Новый путь принесет успехи и исцеление разногласий. Вдохновение исцеляющего духа приносит ободрение и исцеление. Отпустить прошлые страдания имеет решающее значение. Пренебрежение этим посланием проявит недостаток веры с пагубными последствиями. Также есть предупреждение о риске драмы, устроенной оппонентами. Божье Слово защищает независимо от финансового положения. Комментарий 999 призывает к защите и освобождению. Видение изобилия раскрывается, предупреждая, что отказ от послания может привести к позору. Поглощение и распространение учения Христа, вера в трансформацию и присоединение к каналу – это важные шаги к проявлению благословений. Будьте в курсе уловок тех, кто стремится дестабилизировать ваши финансовые планы. Поделитесь сообщением и выразите свою благодарность Богу за Его постоянное присутствие. Этот уникальный момент раскрывает небесную связь. Представьте себе небесный свиток, разворачивающийся между двумя глазами, расшитый лучами вечного света. Ваша жизнь – благодатная почва для чудес. Комментарий 3030 ищет спокойствия в трудные времена. Ваша карьера приведет вас к новым достижениям.
Скажите «Аминь», чтобы укрепить себя бесконечной благодатью Христа. Божественные замыслы гарантируют благословение божественного промысла. Это знаменует начало новой эры, когда границы расширяются, открывая бесчисленные возможности. Каждое разочарование – это обходный путь к великолепным путям, уготованным Богом. Примите небесные замыслы и визуализируйте светлое будущее. Божественная бдительность обеспечивает нашу безопасность и направляет нас каждый день. Мы благодарны за это постоянное присутствие, с большим энтузиазмом за возможность выразить нашу священную связь. Мы возвращаем образы наших дней в божественный замысел по благословению Иисуса. Эти слова достигают вашего сердца, призывая вас освободиться от оков тревог и несчастий. Пришло время заявить о своей вере в чудо, которое уже на горизонте. Пусть могущественное имя Иисуса провозгласит исчезновение всех страданий, открывая эпоху беспрецедентного исцеления, свободы и триумфа. Вы уникальны, возвышены и никогда не подчиняйтесь. Ваша карьера будет отмечена спокойствием, и каждый аспект вашего существования будет наполнен благословениями и свободой. Если вы чувствуете себя оскорбленным, напишите 6767, чтобы вызвать спокойствие в своем уме. Поверьте, что перед вами лежит значительный разрыв, и что неожиданная победа вот-вот пересечет ваш путь. Скажи «Аминь». Теперь божественный шепот гарантирует, что Вселенная сговорилась воплотить в жизнь две ваши самые сокровенные мечты. Вместо того, чтобы поддаваться тревоге, укрепите свою веру в то, что благодаря Христу все ваши достижения возможны. Бог идет рядом с вами, и победа – это абсолютная уверенность. Развивайте свою веру и следите за своими мечтами, потому что вы находитесь накануне урожая признания и обновления. Этот момент – напоминание о силе, которая находится внутри вас. Это приглашение помнить, что даже на перекрестке неопределенности Бог разрабатывает совершенный план, который будет реализован в заранее установленное Богом время. Ваша смелость на данный момент является свидетельством вашего внутреннего света. Доверяйте ему, даже когда прогресс кажется запоздалым или отличается от ваших ожиданий. Божественное вмешательство проявляется на пороге вашего существования, неся послание беспрецедентной важности. Даже если это может окрасить вашу душу меланхолией, примите эту истину. Напишите на номер 6262, чтобы помолиться о внутреннем мире в дни пренебрежения. Вы знаете, что вам уготованы великие дела и что на вашем пути приближается невероятное достижение. Не откладывайте на потом, это прекрасно. Вас направили. Здесь с великой целью, а серафимы вокруг вас шепчут слова предупреждения. Неуместная вера может привести к вашему падению. Отбросьте страх смерти, ибо вам суждено идти рядом с нами до конца времен. Отклониться от этого пути значит оказаться в неизвестности, рискуя заблудиться в лабиринте неопределенностей. Полная отдача вашего разума необходима для того, чтобы позволить сущности божественной жизни и ее бесконечной милости течь к вам и вашим близким, рассеивая невзгоды и принося просветление и спокойствие. Занимайтесь на нашем канале, чтобы возвыситься духовно и материально, при этом вы создаете противотоп теням, стремящимся окутать вас. Верховный суд подчеркивает важность обучения на ошибках и решимость не повторять их.
Прокомментируйте номер 6060, чтобы призвать небесные благословения, призванные изменить ваш путь. Откровения указывают на неминуемую опасность для близкого человека. Разрыв этой пагубной связи необходим для предотвращения катастрофических событий. Благоразумие обязательно после раскрытия небесной тайны. Напишите 5050 и попросите спокойствия и понимания. Когда вы чувствуете себя забытым, сохраняйте веру в то, что ваша роль в мире важна и что вскоре к вашей истории присоединятся новые успехи. Скажи «Аминь». Теперь шокирующие новости достигли ушей Бога, и очень важно, чтобы вы полностью осознавали это. В этот день есть тот, кому суждено встретить смерть, и вы были выбраны, чтобы совершить этот последний акт освобождения. Однако, если вы решите проигнорировать это сообщение, это оправдает мое бездействие. Ангелы поделились видением, в котором вы резко дистанцируетесь от того, кто вам глубоко дорог. Эти отношения оказывают негативное влияние на вашу жизнь и ваше счастье, поэтому крайне важно исправить эту ситуацию, пока не стало слишком поздно. Враг всегда пытается обнаружить ваши самые большие ошибки, и поэтому у него есть причина сбить вас с толку. Поэтому вам не следует допускать ошибок в своей жизни или рассматривать их как противоречащие Богу, поскольку это было бы трагично и могло бы привести к темному концу для вас. Бог скажет вам, что вы должны отвергнуть все, что Он хочет вам открыть, и что вы не должны сдаваться или чувствовать себя побежденными. Вы должны сохранять позитивное мышление, чтобы все освобождения пришли как можно скорее, избегая, таким образом, пролития слез в конце 2023 года. Скажите «Аминь» и подпишитесь на канал сегодня, чтобы заявить о лучшем будущем. Пусть у вас никогда не будет недостатка в чем-либо, и пусть все ваши раны будут поддержаны руками Христа. Пожалуйста, оставьте свой лайк, чтобы враг упал на землю и не смог разрушить ваши планы. Хотя невзгоды уже давно поражают всех, Бог предупреждает вас, что с сегодняшнего дня вы должны избегать этого человека, который обнаружит себя. И если вы продолжите разваливаться, вы проявите слабость в помощи, которую ищете, потому что она не дает вам того, что вам нужно. Важно работать над исправлением любых допущенных вами серьезных ошибок, на которые указывает Божья справедливость. В ближайшие несколько минут вы должны положить конец этим мрачным обстоятельствам и изменить свой путь. Больше работайте и меньше говорите, наблюдайте за окружающей жизнью с состраданием, но избегайте осуждения и критики, чтобы самому не стать объектом критики. Прокомментируйте сегодня 6767 и примите важное решение. Бог пришел, чтобы принести свет и ключ к успеху. Вы должны выбрать жить под этим влиянием. Хотя это предполагает решение многих проблем, выбор. Приглашаю надежду наполнить вашу сущность благодаря взятому на себя обязательству обогатить вашу жизнь бесконечными благословениями. Осознайте, что хотя каждый день приносит свою долю неопределенностей и моментов уныния, моя милость и моя любовь неисчерпаемы. Они постоянно окружают вас и защищают от жизненных испытаний. Полностью отдайтесь мне и станьте свидетелем необыкновенных чудес, которые ждут вас на горизонте за пределами вашего самого смелого воображения. Потому что я не только твой Создатель, но и твой опекун, бесконечный источник привязанности и твой вечный союзник в каждой произнесенной шепотом молитве. Будьте уверены, что мое присутствие рядом,
готовая нежно вытереть каждую слезу, развеяв печаль, омрачающую ваши дни. Я передаю вам эти слова, чтобы гарантировать, что вы никогда не отступите от заключенного нами завета, подтверждая свое желание видеть вас процветающими, испытывающими радость и достигающими удовлетворения, наслаждаясь благословениями, которые уже причитаются вам. Сохраняйте свою веру в меня твердой, без сомнений и страха, ибо ваша приверженность моему учению и ваша стойкость в вере станут расцветом величия в вашей жизни. Приготовьтесь углубить свою уверенность и отпустить все колебания, смело и убежденно приняв это путешествие, полное препятствий, но также и возможностей для исцеления, роста и реализации своего потенциала. Знай, что ты никогда не будешь один, мой совет постоянен, моя любовь неисчерпаема и мои планы на тебя полны радости и благополучия. Поэтому стойте твердо и уверенно, питаемые обещанием божественной милости, ибо ваше будущее – это тщательно срежиссированный шедевр, ожидающий своего раскрытия. Ваша история – это история стойкости, победы и переполняющей радости, написанная моей рукой, направляемая моей волей и благословленная моей любовью. Верьте в этот путь, ибо именно на этом пути веры откроется ваша истинная судьба, принеся с собой благословение, достижение и наследие веры, которое найдет отклик во времени. Моя любовь к тебе бесконечна, и я обещаю всегда быть рядом с тобой. Напишите в комментариях «Хуже верой», ибо Бог – автор моей истории, моя цель – мягко направить ваше сердце к источнику всех ваших благ, даже среди жизненных суматох. Я горячо желаю дать вам смелости противостоять вызовам с непоколебимой решимостью и не поддаваться страху. Вы находитесь на пути к более яркому и многообещающему месту назначения, путешествию, которое вы выбрали с убежденностью и верой. Однако важно осознавать, что противник скрывается. Подобно голодному льву, готовому наброситься на ничего не подозревающих и заблудившихся, ваши шаги должны быть твердыми и решительными. Ваш дух должен быть вооружен силой воина, чтобы не только выстоять, но и победить невзгоды. Не допускайте обмана со стороны тех, кто питает злые намерения или пытается помешать вашему прогрессу. Тени сомнений и зависти падают на всякого, кто злонамеренно противостоит вам или пытается получить выгоду за ваш счет. Эти люди быстро поймут, что их усилия будут напрасны, поскольку божественная благодать защищает тех, кто следует прямым путем. Знайте, что вы не одиноки в этом путешествии, вы разделяете со мной свои трудности, и ваши трудности – это призыв к моему вмешательству. Победы, которые вас ждут, это не только результат вашей собственной решимости, но и проявление моей постоянной поддержки перед лицом невзгод. Помните, что мое всемогущество – ваш щит, превращающий каждое препятствие в шаги к вашей судьбе. Те, кто противостоит вам, в конечном итоге засвидетельствуют силу моей защиты над вами, признавая, что то, что предначертано Богом, не может быть разрушено человеческими уловками. Поэтому идите с уверенностью, зная, что мое присутствие окружает вас, направляя каждый шаг и превращая каждое испытание в испытание вашей веры и моей безусловной любви. Предстоящий нам путь освящен обещанием божественной милости, что свидетельствует о вашей стойкой вере и моей вечной любви. Пусть эта гарантия наполнит вас миром и мужеством, чтобы преодолевать ежедневные трудности с уверенностью в том, что победа – это не просто возможность, а уверенность, когда я рядом с вами. Не позволяйте страху управлять вашим сердцем, вам суждено добиться великих свершений.
У каждого опыта есть цель, и мои намерения в отношении вас всегда направлены на ваше высшее благо. Стойте твердо в своем мужестве и вере, не поддаваясь страху или отчаянию. Я предвкушаю для тебя будущее, полное благословений и добра, вечно окутанное моим миром и любовью. Ваша семья также находится под моей защитой и заботой, и ваше стремление найти время для общения со мной будет щедро вознаграждено. Приготовьтесь к тому, что вас воодушевит божественная энергия, которая позволит вашему духовному видению расшириться, чтобы вы могли распознавать и ценить благословения вокруг вас. Ваша улыбка – огромная радость для меня, и я рад видеть, что вы излучаете здоровье и счастье. В конечном счете, я с нетерпением жду вашего ответа, поскольку это очень полезно для вас. Откройте свое сердце грядущим обильным благословением, ибо все, что вы получаете, является отражением моей бесконечной любви и благодати. Осознайте эту истину и примите благодарность, ведь вам вернутся утраченные вами вещи и отношения, даже те, кто ушел в гневе, найдут путь к примирению. Это время радости, потому что вы решили встать на правильный путь, защищенные от попыток противника похитить ваше путешествие. В ответ на ваше возвращение ко мне моя милость и доброта обильно изольются на вас. Знай, что тебя ждут долгие годы процветания, годы, в которые ты будешь жить полноценно и праведно. Всегда стремитесь приблизиться ко мне через вашу веру в мои обещания. Со мной на вашей стороне вы преодолеете все невзгоды, преодолеете препятствия и достигнете выдающихся подвигов за отведенное время. Скажите в комментариях: «Боже, я верю в Тебя, чтобы превратить каждое испытание в победу». Когда покажется, что все пути заблокированы, вы ясно увидите мое вмешательство, открывающее проходы в пустыне и наводняющее вас благословениями, превосходящими ваше воображение. В самые трудные времена очень важно, чтобы ты находил утешение в моих объятиях, а не пытался противостоять жизненным трудностям в одиночку. Я дал вам смелость не полагаться исключительно на себя, а непоколебимо верить в мое слово и двигаться вперед с уверенностью в моей постоянной защите. Хотя многие хвастаются своими способностями и сильными сторонами, часто преувеличивая то, чем они на самом деле обладают, я советую вам довериться мне. При этом вы достигнете невероятных подвигов, превосходящих воображение. Это естественно чувствовать себя подавленным и изнуренным и терять желание продолжать борьбу. Помните, что я прошел через этот мир, предстал перед крестом и восторжествовал над самой смертью. Итак, чтобы поддержать вас в самые слабые моменты, я всегда рядом, когда я вам нужен. Не стесняйся звонить мне, потому что я никогда тебя не оставлю. В моем присутствии ты никогда не найдешь одиночества, мое обещание нерушимо, мой вечный завет. Взывайте ко мне и станьте свидетелем чудес, превосходящих ваши самые смелые мечты. Я твой всемогущий и бесконечно милостивый Бог. Начните свой день в общении со мной, потому что я буду ждать вас там. Ничто не удовлетворяет меня больше, чем выражение моей любви к тебе. Знай, что ты в безопасности под моей защитой, свободен от всякого зла и колдовства, защищен моей силой, окутан моей любовью и наполнен моим Святым Духом. Поддерживайте рост своей души, ищите благословений и двигайтесь вперед, оставляя позади страхи и проклятия, которые уже были высвобождены. Если вы хотите идти рядом со мной, вы должны изменить свое мышление и отправиться в это путешествие.
Альтернативно, я могу убрать отвлекающие факторы из вашей жизни, чтобы вы могли сосредоточиться на том, что действительно важно. Знай, какую любовь я испытываю к тебе, и никогда не недооценивай ее глубину. Кровью, которая искупила его, нельзя пренебрегать. Никогда не возвращайтесь во тьму и двигайтесь вперед, учась на ошибках прошлого. Обратите внимание, что люди могут казаться носителями света, но их намерения могут быть темными. Приготовьтесь ко времени важных решений, времени защиты своей семьи и использования имеющихся духовных ресурсов. Послушайте мои слова. Поиск одобрения от всех не принесет истинного счастья. Пусть эти слова проникнут в ваше сердце и станут источником силы и мужества. Я всегда рядом, охраняя, защищая и оказывая помощь, когда это необходимо. Не бойся, ведь я на твоей стороне. Комментируйте с верой. Я следую божественному руководству во всех сферах своей жизни. Дорогой друг, пожалуйста, знайте, что я здесь, чтобы быть вашим убежищем посреди любой боли, с которой вы сталкиваетесь, будь то физическая или эмоциональная. Выявите моменты, когда вы чувствуете себя подавленным и неуверенным, на грани потери равновесия. Будьте уверены, что я рядом с вами как верный друг не для того, чтобы осуждать вас, а для того, чтобы предложить вам свою безоговорочную поддержку. Я готовлю для вас пир благословений, стоя перед вашими противниками, чтобы каждый мог увидеть вашу ценность. Я поведу вас неизведанными путями, где ваша история и ваши послания смогут вдохновить многих любовью и благодатью, которые вы несете. Знать. Пусть ты не будешь одинок в своем путешествии, я обещаю быть маяком надежды, освещая твой путь своей стойкой любовью. Мои благословения выходят за рамки материального процветания и достигают мира, любви и удовлетворения, которые находятся за пределами человеческого понимания. Другие будут тронуты преобразующей силой моей любви и найдут утешение и безопасность, как и вы. Вы собираетесь стать свидетелем чудес и божественного вмешательства в свою жизнь, которые затронут не только вас, но и ваших близких. Эта новая глава требует вашей готовности и смирения, чтобы получить благословения, которые я готов излить на вас. Берегите свое сердце и никогда не забывайте источник своего существования. Найдите минутку, чтобы найти мое присутствие, потому что моя любовь к вам не знает границ. Сохраняйте свою веру даже в самые мрачные времена, зная, что я всегда рядом с вами, направляю ваши шаги и защищаю от отчаяния. Не беспокойтесь о возникающих проблемах, я здесь, чтобы открыть пути там, где их, кажется, нет, и привести вас к победе во времена печали. Знайте, что я здесь, собираю ваши слезы и превращаю их в новые благословения. Встречайте эту новую главу с мужеством и надеждой, потому что вы станете свидетелями моей бесконечной любви и преданности к вам. Каждое препятствие будет возможностью для моей славы сиять в вашей жизни, укрепляя вашу решимость и обновляя вашу веру. Ждите чудес, ведь со мной возможно все. Приготовьтесь к путешествию божественного чуда, где ваше сердце наполнится сиянием моей любви. Напишите в комментариях: присутствие Бога в моей жизни – мое самое большое богатство. Каждый шаг направляется моей добротой, и каждое мгновение приглашает тебя погрузиться в безмерность моей привязанности к тебе. Никто не понимает глубины твоего сердца так, как я. Я близко знаю твои сокровенные желания, мечты и чувства.
Я воспринимаю твою сущность так, как она остается скрытой от других. Хотя мир может судить о вас по поверхностным критериям, таким как ваша внешность или социальное положение, я вижу вашу сущность напрямую. Чем больше вы доверяете мне и присоединяетесь к моей цели, тем больше мудрости и силы будет в вашем распоряжении. Ты мой сын, источник огромного восхищения для меня. Вы отражаете многие аспекты моей натуры, свою решимость, свой творческий потенциал, свое видение и свою смелость. Не сомневайтесь, что ничто и никто не сможет изменить эту идентичность. Никогда не сомневайтесь в этом. Однако помните, что вы тоже человек. Стремитесь неустанно, иногда выходя за пределы своих возможностей. Бывают моменты усталости, разочарования, сомнений и отчаяния, и именно в эти моменты я готов поддержать тебя. Я хочу направить вас по наилучшему пути и не дать вам тратить время на легкомыслие. Я здесь, чтобы помочь вам преодолеть препятствия на пути к вашим благородным амбициям. Доверившись мне, вы сможете превратить то, что кажется невозможным, в осязаемые чудеса. Я всегда слушаю вас, отвечая на ваши молитвы своими щедрыми благословениями. Помни, сын мой, что на каждом этапе пути я с тобой, направляю тебя, защищаю и люблю тебя. Превратите свои испытания в триумфы, сомнения в ясность, а мечты в реальность. Доверьтесь моему вечному присутствию и безграничной любви, которую я посвящаю вам, ибо в моих руках каждый аспект вашей жизни формируется для величия. Я надеюсь развить с вами дружбу и стать союзниками на этом пути под названием «Жизнь». Наше партнерство зависит от взаимных ролей. Ваша задача — сохранять веру и доверие, а моя — отвечать на ваши молитвы, благословлять ваши усилия, направлять ваши шаги, питать ваш дух, наделять вас силой и обеспечивать ваше спасение. Будьте уверены в моей непоколебимой любви к вам. Я на вашей стороне, тверд в своих обязательствах. Вы воплощаете в себе силу, подобную силе победоносного воина. Ваша решимость и жизненная сила выделяются даже перед лицом невзгод. Если ты споткнешься, это не будет концом. Вы должны встать и решительно двигаться вперед. Ваше путешествие было отмечено верой, талантом и мастерством, и вы приближаетесь к монументальным событиям, которые вас ждут. Может показаться, что трудности усложняются, но вы осознаете, что ваша настоящая борьба выходит за рамки физического мира. Ничего не бойтесь, потому что никакая злая сила не сможет овладеть вами. Моя сила течет через тебя, и ты защищен от всякой слабости. Даже если они попытаются смутить ваше сердце, ваша победа неизбежна. Не поддавайтесь страху или запугиванию. Стойте твердо, ибо на вас лежит ответственность принять мои обещания с уверенностью, а также иметь мужество решительно противостоять жизненным испытаниям. Наш договор заключается в том, что вы переполнены верой и мужеством, а я предлагаю вам непоколебимую поддержку и божественные силы. Вместе мы непобедимы и выдерживаем жизненные бури на пути к горизонту, полному надежд и побед. Верьте в силу слова, храните его в своем сердце, и никакие препятствия не встанут на вашем пути. Ты непобедим, если доверяешь моим обещаниям и смело встречаешь любые невзгоды. Столкнувшись с разрушительными словами, отвечайте с радостью в своем сердце, заявляя о своем доверии мне.
Мое слово достаточно сильное, чтобы изменить вашу жизнь. Не бойся, ибо я с тобой всегда. Напишите в комментариях «Получаю с верой». Чрезвычайно важно, чтобы ваше сердце сохраняло корни в центре моей любви. Что, когда ты просыпаешься каждое утро, твои первые мысли обо мне? Я наблюдаю решимость вашей души, признающую ваше стремление к справедливости. Вы не бунтарь. Я на вашей стороне еще до начала вашего дня, готов направлять вас и вселить в вас энергию, необходимую для решения задач, которые вас ждут, окутывая вас глубокой любовью, которую я испытываю к вам, мой протеже. Моя любовь к тебе вечна и неизменна. Я понимаю, что иногда ты подвергаешь сомнению эту любовь в минуты сомнений в моем присутствии, боясь быть брошенной. Но этот день никогда не наступит, вы можете утверждать это с уверенностью. Потому что ничто не может поколебать истину моей вечной любви и моего присутствия в вашей жизни, всегда готового ответить, когда вы ищете ответы. Помни, я ближе, чем твой следующий вздох. Рядом с вами, чтобы помочь вам преодолеть жизненные невзгоды, моя преданность вам нерушима. Крепость против бурь, свет во тьме. Доверьтесь этой божественной связи, которую мы разделяем, ибо в ней ваша сила и мир. Моя любовь к тебе бесконечна, и ты незаменим в моем сердце. Внимательно прислушайтесь к этим словам, потому что там вы найдете решение своих неуверенностей. Потому что моя любовь к тебе бесконечна, и ты глубоко любим. Каждый день я слушаю ваши молитвы, посылая при необходимости немедленную помощь и защиту. Во времена одиночества оглянись вокруг, и ты увидишь мое постоянное присутствие в твоей жизни. Моя любовь проявляется во многом, от детского смеха до пения птиц. Моя преданность тебе выражается в постоянной защите, защищающей тебя от вреда и направляющей тебя в твоем путешествии. Пусть эти знания принесут вам спокойствие и уверенность. Я обещаю быть с тобой на каждом этапе пути, направляя тебя к твоему прибежищу. Никогда не сомневайтесь в моей близости или интересе к вашей борьбе. Мой дух живет внутри вас, и осознание моего присутствия вокруг вас имеет решающее значение для преодоления одиночества. Я очень люблю тебя и никогда не откажусь от тебя. У меня есть необычайные планы на твою жизнь, полную благословений и радостей. Я только прошу тебя доверять мне и моей постоянной любви, находить надежду в каждом испытании. Знай, что я всегда здесь и с бесконечной любовью веду тебя к твоей цели. Комментарий. Боже, мое безопасное убежище среди жизненных бурь. Верьте в путь, который я вам представляю, путь, отмеченный внутренним ростом и укреплением вашей уверенности в моем проекте для вас. Этот план был тщательно разработан, чтобы максимально раскрыть ваш потенциал и открыть путь к истинному духовному удовлетворению и процветанию. Оставьте все сомнения и страхи позади и двигайтесь вперед с уверенностью, которая исходит от знания того, что я люблю вас и направляюсь вами. Ваша жизнь – это уникальная история, написанная с любовью и божественным вдохновением, обреченная на величие и наполненная обещанием моей бесконечной любви и постоянной поддержки. Примите поддержку, которую я вам оказываю, поверьте, я придаю вам смелости. Ваша независимость и устойчивость всегда были вашими определяющими характеристиками, но знайте, когда бремя, которое вы несете, становится слишком большим.
Пришло время позволить мне освободить тебя. Поверьте мне, сохраняйте свою веру в мое обещание. Пожалуйста, знайте, что я здесь не для того, чтобы судить или наказывать вас, как это могли сделать другие, даже те, кого вы считали друзьями. Найдите минутку, чтобы обрести покой и спокойствие. Позвольте исцеляющим словам проникнуть в ваше существо, исцелить ваш разум и рассеять ваши самые глубокие тревоги. Никто не знает его лучше меня. Они пытались заманить вас в ловушку трудностей, говорили о вас плохо, но вы здесь, стойкие в своей непоколебимой вере. Я рад видеть, что вы понимаете, что действительно важно, игнорируя обидные слова и планы ваших врагов. Свет, исходящий от тебя, ослепляет их, и мое присутствие в твоей жизни тревожит их. Моя благосклонность к их дому беспокоит их, и они волнуются от зависти. Спите спокойно, ибо я бдителен, защищая вашу жизнь, вашу семью, ваш дом и вашу работу. Я принесу мир тем, кто противостоит вам, отвлекая их внимание на другие вопросы. Они поняли, что их усилия были бесполезны и причиняли ему страдания. Их собственная жизнь стала хаотичной, потому что они отклонились от моего слова и моей любви. Я предложил им совет по поводу их благополучия, но они предпочли проигнорировать его и дистанцироваться от меня. Однако вы приняли решение следовать моим путем, зная, что ответы и решения всех ваших проблем находятся внутри меня. Вы всем сердцем подчинились моей воле, приняв мое слово с непоколебимой верой. Вы знаете, что не все разделяют ваш путь. Посмотрите на окружающих. Многие, возможно, и ценят мою любовь, но их сердца остыли. Они столкнулись с разочарованиями и ошибочно возлагают на меня ответственность. Однако вы другие. Теперь вы понимаете, что ваша радость и ваше будущее не зависят от других. Ваша жизнь и благословение зависят исключительно от моего обеспечения. Я призываю вас продолжать этот путь, потому что с каждым днем вы будете становиться сильнее и выносливее. Даже те, кто когда-то выступал против вас, спросят моего мнения. Вас ждет еще большее благословение. Сохраняйте свою веру и оставайтесь верными. Знай, что я с тобой каждый день. Продолжайте бороться и никогда не сдавайтесь. Я люблю тебя и открыто вознагражу твою веру. Те, кто насмехался над тобой, будут удивлены и пристыжены. Завистники, ожидавшие вашего падения, увидят заслугу доверия вашему всемогущему Небесному Отцу, который глубоко любит вас. Я видел, как ты выдержал множество испытаний, когда противники были такими громкими, что они подорвали твою уверенность, унизили тебя и заставили плакать. Однако его вера осталась чистой, несмотря на эти невзгоды. Она усовершенствовала себя, превратив свою боль в смелость, свой страх в смелость, свою тревогу и печаль в радость. Великие благословения ждут вас на горизонте. Я запечатлеваю эти слова в ваших сердцах, они не забудутся. Каждое утро, когда вы просыпаетесь, эти слова будут отзываться в вашей душе. Вы больше не будете просыпаться в отчаянии и печали. Вы больше не связаны, потому что ваши цепи разорваны. Поверьте мне на слово. Верьте этому всем своим сердцем. Запишите это в свою память. Запишите это и сохраните в своей Библии.
В начале 23-го псалма я произнес свое слово перед тем, как заснуть. Закройте глаза и провозгласите: «Иисус, я доверяю Тебе». Вы почувствуете мое присутствие рядом с вами. Господь, мой пастырь, я ни в чем не буду нуждаться. Прочтите весь псалом. Это сообщение, которое я посылаю вам. Следуйте этим инструкциям, и вы откроете в себе силу, о которой никогда раньше не знали. Ты воспаришь, как орел, воспарив к вершинам веры. Радуйтесь новым благословениям, которые я готов излить на вас. Приходи завтра, положи Библию рядом с кроватью, а утром я нежно разбужу тебя, прошепчу на ухо инструкции и направлю. Вам откроются священные слова и чудесные миссии, предназначенные только для вас. Добро пожаловать в царство сверхъестественного. Именно здесь формируется ваша истинная радость. В этом месте ты научишься кротости и смирению, и я дам тебе возможность победить всякое зло, наступать на змей и скорпионов. Не бойтесь, ибо никакого вреда вам не будет. Я открываю дверь в мир чудес. Для меня нет ничего невозможного, а для вас все становится возможным. Твоя непоколебимая вера и непоколебимая вера в меня, даже в твои маленькие минуты, тронули меня, и теперь я тебя воспитаю. Засушливый период заканчивается, начинается сезон сбора урожая. Ваши прошлые испытания были подготовкой к благословению, которое сейчас приближается. Я слышал его крики отчаяния, гадая, когда же он приедет. Еще раз уверяю вас, что исполнение моего обещания находится прямо за вашей дверью. Встаньте и откройте его. Активируйте свою веру. Сделайте первый шаг, чтобы получить благословение с победоносным духом. Не зацикливайтесь на препятствиях, не ищите оправданий бездействию, не позволяйте сомнениям ослабить вашу веру. Ваши таланты и дарования вот-вот расцветут. Здесь, на земле, есть прекрасный сад, и именно там ты мне нужен. Ты больше, чем просто цветок, ты цветущее дерево, дающее тень всем, кто ищет моего присутствия. Я намерен использовать его, чтобы благословить многих, выразить любовь в вашей семье и помочь тем, кто страдает, одновременно проливая дождь процветания. Ваш дом будет мокрым. Приготовься, сын мой, дочь моя, время сбора урожая близко. Увидьте и почувствуйте спелое поле, готовое к вашей победе. Ты один из моих избранных. Я укреплю тебя, я подниму тебя, я удалю из твоей жизни все недостатки и нужды. Но обратите внимание на этот совет. Не уподобляйтесь тем, кто игнорирует мои слова, кто тратит время на пустяки, а затем обвиняет меня, когда их постигает несчастье. Они вечные жалобщики, заговорщики против праведников, завидующие благословениям, которые я дарую им. Плоды предстоящего урожая ваши. Не посылайте других собирать его. Те, кто не ценит мою милость, пропустят мои дары. Защитите своих детей от тех, кто хочет их сожрать. Не позволяйте измельчителю проникнуть в ваш дом. Каждое утро сначала слушайте мой совет. Я дам вам мудрость, чтобы преуспеть и преуспеть во всех ваших начинаниях. Ваш урожай будет обильным. Кроме того, это время в вашей жизни – подготовка к чему-то поистине великолепному. Ожидайте этого и большего от вашего Небесного Отца.
Ты страдаешь, тебе нужна моя помощь, моя любовь, которая обнимает и исцеляет, не осуждая, мое утешительное присутствие, которое удерживает тебя в тишине, мое внимательное ухо, которое терпеливо слушает, не прерывая. Признайтесь мне в своем желании, ибо это правда. Ваши силы достигли предела, сейчас самое время осознать свою нужду. За меня ты искал меня в молитве, с верой и искренностью, и именно поэтому я пришел освободить тебя. Я вижу, что ты и твоя семья путешествуете по бесплодной пустыне, где одиночество подрывает надежду. Ваша душа жаждет любви. Среди частых отказов, идя по этому горящему пути, каждый шаг по горящим камням приносит слезы тоски. Я отождествлю себя с твоей борьбой. Трудно упорствовать в вере в то, что даже посреди этих страданий моя рука крепко держит тебя. Однако я здесь, чтобы защитить вас от тех, кто нападает на вас и причиняет вам вред. Даже если ты почувствуешь себя разбитым и уставшим, я возродю твою волю к жизни. Я укреплю тебя и выведу из отчаяния. Окружающие вас и будущие поколения увидят обильные благословения, которые я изливаю на вас. Я одену тебя в новую одежду и подарю тебе почетный венец. Я выпрямлю твой путь, и твой дом засияет моим великолепием. Испытания, с которыми вы сталкиваетесь сегодня, это всего лишь процесс очищения, подобно золоту, которое блестит только после прохождения через огонь. Вы тоже появитесь сияющими, очищенными от всего, что остается скрытым внутри вас. Уверяю тебя, сын мой, дочь моя, что моя цель в твоем воспитании не в том, чтобы посрамить твоих братьев, а в том, чтобы позволить тебе протянуть руку тем, кто приткнулся. Я призываю вас отбросить гнев, тщеславие, страх, сомнение и неверие. Не зацикливайтесь на прошлом, потому что оно ничто по сравнению с радостью, которая ожидает вас сейчас. Ищите в своей жизни благословения, большие и маленькие, за которые вы можете быть благодарны. Ходи с совестью, очищенной моими добродетелями. Если сегодня ты чувствуешь себя плохо или сомневаешься в своих силах, прислушайся к моим словам. Откройте свое сердце безмятежному миру, который я предлагаю вам, и воспользуйтесь этим моментом, чтобы успокоить свой разум. Я Создатель Вселенной, приказывающий бурным ветрам вокруг вас успокоиться и обрести мир. Угрожающий шепот мира больше не будет вас пугать. Пусть ваша вера останется сильной, а ваше видение ясным. Выбросьте любые достижения, которые вы считаете слабыми. Слушай меня внимательно. Пойми, что только твои силы имеют предел и что тебе нужен мой совет. Соединившись со своей верой и моим всемогуществом, ты станешь неудержимым и с новой силой. Засушливый период заканчивается, и начинается сезон сбора урожая. Ваши прошлые испытания были подготовкой к приближающемуся сейчас благословению. Я слышал ваши крики отчаяния и тревоги, и еще раз уверяю вас, исполнение моего обещания уже у ваших дверей. Встаньте и откройте его. Активируйте свою веру и сделайте первый шаг, чтобы получить благословение с победоносным духом. Не зацикливайтесь на препятствиях, не ищите оправданий бездействию, не позволяйте сомнениям ослабить вашу веру. Ваши таланты и дарования вот-вот расцветут, потому что здесь, на земле, есть прекрасный сад, и именно там вы мне нужны. Ты больше, чем просто цветок, ты цветущее дерево, дающее тень всем, кто ищет моего присутствия.
Я намерен использовать его, чтобы благословить многих, выразить любовь в вашей семье и помочь тем, кто страдает, пока вы осыпаете их дождем процветания. Приготовься, сын мой, дочь моя, ибо время сбора урожая близко, и тебе суждено почувствовать, что поле созрело и готово к твоей победе. Ты среди моих избранных, и я укреплю тебя, подниму тебя и устраню все недостатки и потребности из твоей жизни. Однако прислушайтесь к такому совету, не уподобляйтесь тем, кто игнорирует мои слова, кто тратит время на пустяки, а потом обвиняет меня, когда их постигает несчастье. Они вечные жалобщики, заговорщики против праведников, завидующие благословениям, которые я дарую им. Плоды грядущего урожая принадлежат вам, поэтому не посылайте других делать это, ибо те, кто не ценит мою милость, позволят моим дарам пропасть зря. Защитите своих детей от желающих их сожрать и не дайте разрушителю войти в ваш дом. Каждое утро слушайте мой совет как приоритет, поскольку я дам вам мудрость, чтобы преуспеть и добиться успеха во всех ваших начинаниях. Кроме того, это время в вашей жизни – подготовка к чему-то поистине великолепному. Ожидайте этого и большего от вашего Небесного Отца. Ты страдаешь, тебе нужна моя помощь, моя любовь, которая обнимает и исцеляет, не осуждая, мое утешительное присутствие, которое удерживает тебя в тишине, мое внимательное ухо, которое терпеливо слушает, не прерывая. Признайтесь мне в своем желании, ибо это правда. Ваши силы достигли предела, сейчас самое время осознать свою нужду. За меня ты искал меня в молитве, с верой и искренностью, и именно поэтому я пришел освободить тебя. Я вижу, что ты и твоя семья путешествуете по бесплодной пустыне, где одиночество подрывает надежду. Ваша душа жаждет любви. Среди частых отказов, идя по этому горящему пути, каждый шаг по горящим камням приносит слезы тоски. Я отождествлю себя с твоей борьбой. Трудно упорствовать в вере в то, что даже посреди этих страданий моя рука крепко держит тебя. Однако я здесь, чтобы защитить вас от тех, кто нападает на вас и причиняет вам вред. Даже если ты почувствуешь себя разбитым и уставшим, я возродю твою волю к жизни. Окружающие вас и будущие поколения увидят обильные благословения, которые я изливаю на вас. Я одену тебя в новую одежду и подарю тебе почетный венец. Я выпрямлю твой путь, и твой дом засияет моим великолепием. Испытания, с которыми вы сталкиваетесь сегодня, это всего лишь процесс очищения, подобно золоту, которое блестит только после прохождения через огонь. Вы тоже появитесь сияющими, очищенными от всего, что остается скрытым внутри вас. Уверяю тебя, сын мой, дочь моя, что моя цель в твоем воспитании не в том, чтобы посрамить твоих братьев, а в том, чтобы позволить тебе протянуть руку тем, кто приткнулся. Я призываю вас отбросить гнев, тщеславие, страх, сомнение и неверие. Не зацикливайтесь на прошлом, потому что оно ничто по сравнению с радостью, которая ожидает вас сейчас. Ищите в своей жизни благословения, большие и маленькие, за которые вы можете быть благодарны. Ходи с совестью, очищенной моими добродетелями. Если сегодня ты чувствуешь себя плохо или сомневаешься в своих силах, прислушайся к моим словам. Откройте свое сердце безмятежному миру, который я предлагаю вам, и воспользуйтесь этим моментом, чтобы успокоить свой разум. Я Создатель Вселенной, приказывающий бурным ветрам вокруг вас успокоиться и обрести мир.
Угрожающий шепот мира больше не будет вас пугать. Пусть ваша вера останется сильной, а ваше видение ясным. Выбросьте любые достижения, которые вы считаете слабыми. Слушай меня внимательно. Пойми, что только твои силы имеют предел и что тебе нужен мой совет. Соединившись со своей верой и моим всемогуществом, ты станешь неудержимым и с новой силой. Пусть свет моей любви и благодать моего присутствия сопровождают вас каждый день в вашей жизни, направляя вас к полноте плана, который я приготовил для вас с незапамятных времен. Люби меня, доверься мне, иди ко мне, ибо я твой Бог, Бог, который всегда был и всегда будет рядом с тобой. Кто бросает мне вызов в жизни и показывает, как удовлетворить свои желания так, чтобы они были счастливы. Огромное финансовое благословение уже на пути в ваш дом и безвозвратно изменит ход вашей жизни. Вы можете подумать, что деньги подобны воде. Оно просто войдет в вашу жизнь и будет продолжать улучшаться. Сегодня вечером, пока вы спите, я могу принести вам ответ на ваши молитвы. Это наверняка будет чудесное событие, которое успокоит ваши тревоги. Это призвание Иисуса, моей дочери, поэтому откройте свое сердце, чтобы принять его. Скоро начнется новая эра свободы, процветания и спокойствия. Я смогу тебя раздавить достаточно, и тогда ты начнешь зарабатывать деньги, настоящий фитнес и успех. И если вы останетесь до конца фильма, вы удивитесь тому количеству денег, которое начнет входить в вашу жизнь. Процветание, хорошее здоровье и неограниченное богатство могут стать вашими до конца месяца. Удивительные преимущества, включая замечательные вариации, уже на пути к вам. Ваши финансовые процессы, процессы здоровья и взаимоотношений могут чудесным образом измениться, если я внесу изменения в ваш образ жизни. Помогите себе под моим руководством, и я исцелю ваши раны и исправлю ваше финансовое положение. Дорогая божественность ребенка гарантирует вечную радость. Сходите к нему, если вы устали чувствовать себя подавленным, потерянным и безнадежным. Он заботится о вас и хочет осыпать вас благословениями. Кроме того, я молюсь, чтобы наступающий 2024 год был полон многих благ. Вы и ваши близкие будете приятно удивлены тем, как быстро вы выздоровеете благодаря экономическому буму и улучшению здоровья перед выходными. Мы можем позаботиться о ваших медицинских счетах и любых непогашенных долгах. Для меня нет ничего сложного, поскольку я обладаю силой творить чудеса. И если вы полностью подчинитесь небесной власти Бога, Он щедро обеспечит вас и вашу семью жизнью с избытком. Моя миссия сегодня – наполнить ваше сердце радостью и заставить вас смеяться до слез. Я понимаю, что жизнь не всегда легка, но обещаю вам, что к концу этой недели вы чудесным образом избавитесь от своих болезней и диеты, даже если это кажется невозможным. Если ты веришь в меня, я найду способ. Знай, что я всегда буду рядом с тобой, когда ты вступишь в этот сезон безграничной любви и множества благословений. В разгар этого изобильного сезона я могу укрепить ваше слабое место, исцелить ваши недуги и восстановить утраченную вами любовь и спокойствие. Никогда не забывайте выразить мне свою вечную благодарность за все, чего вы достигли. Просто знайте, что февраль может закончиться не так, как начался. Несмотря на невзгоды, вы станете более выносливыми, благословенными,
уверенными в себе, здоровыми и умиротворенными. Молюсь, чтобы Господь ответил на вашу самую искреннюю молитву при вступлении в 2024 год. Пусть имя Божества Иакова защитит вас от опасностей и обеспечит вашу безопасность. Это сезон обновления, перемен и обильных подарков. По словам Иисуса, это откроет двери к возможностям, изменяющим жизнь и финансовому богатству. Бедность, нужда и болезнь сковали ваш рост, но я разрываю эти узы. В конечном итоге ваша боль приведет к удовольствию, ваши страдания приведут к исцелению, а ваши трудности приведут ко многим благословениям. Февраль и март полны возможностей и преимуществ. Будь то приносящий удовлетворение процесс или финансовое благополучие, я могу благословить вас и вашу семью всем, чего вы пожелаете. На этой неделе вы можете ожидать больших улучшений в своем здоровье, работе, профессиональных отношениях и финансах, а также появления идеального автомобиля или настоящей любви. Я молюсь, чтобы вы вступили во время необычайного изобилия и безграничной любви. Возможно, приближается момент чуда и пользы. Будьте уверены, что следующая неделя будет полна множества радостей, прекрасных моментов, выдающихся людей, благ и необыкновенно отличных результатов. Приготовьтесь проверить свой телефон рано утром, потому что вы можете получить самые неожиданные новости, которые вы когда-либо слышали. Если вы это сделаете, вскоре на вашем пути выпадет много любви, счастья и процветания. Бог устранит ваши проблемы, страдания и болезни, и вы насладитесь прекрасным здоровьем, радостью и душевным спокойствием. Однако прямо сейчас ничто плохое, что произойдет с вами в отношении вашего здоровья, вашего времени, ваших финансов или вашей семьи, не принесет славы Иисусу. Ваше сердце наполнится огромным удовольствием, поскольку любовь, богатство и физическое здоровье потекут к вам в изобилии во всех аспектах. Боже, среди жизненных неопределенностей мы доверяем Тебе как нашему верному проводнику. Мы просим Вас вести нас по путям справедливости и истины, укрепляя нашу веру и направляя нас через трудности, с которыми мы сталкиваемся на нашем пути. Пусть мы всегда будем искать Твоей воли и следовать Твоим заповедям, ибо мы знаем, что в Тебе мы находим истинную мудрость и руководство. Во времена бед и скорбей мы помним Твои обещания, что Ты никогда не оставишь и не покинешь нас. Обладая этой уверенностью, мы смело и решительно встречаем жизненные препятствия, веря, что Вы с нами, выводите нас из бурь и ведете к безопасности Вашей любви. Пусть мы всегда признаем Твое присутствие в нашей жизни, а мой Боже, и следуем по Твоим стопам со смирением и благодарностью. Пусть наши слова и действия отражают свет Вашей благодати и милосердия, чтобы другие также могли найти в Вас руководство и убежище. Боже, наш божественный наставник, мы передаем Тебе наши мечты, наши тревоги и наши надежды. Пусть Твоя могучая рука всегда поддерживает и направляет нас, ведя к осуществлению Твоего совершенного плана в нашей жизни. Милосердный Боже, в Твоей бесконечной любви мы осознаем, что Ты – наш постоянный проводник, даже когда наши шаги спотыкаются, а наше сердце чувствует себя потерянными. Мы просим Тебя помочь нам полностью довериться Тебе, зная, что Твоя мудрость превосходит наше собственное понимание и что Твоя доброта поддержит нас во все времена. Иногда мы испытываем искушение следовать своим собственным желаниям и идти по пути, который уводит нас от Вас.
Мы просим Тебя, Боже, дать нам возможность услышать Твой тихий голос и верно следовать Твоим заповедям, даже когда мир вокруг нас тянет нас в противоположные стороны. Пусть мы найдем в Тебе наше безопасное убежище, прочную скалу, на которой построим нашу жизнь. Уведи нас, Господи, от ловушек греха и искушения и приведи нас ближе к Тебе, где мы обретем истинный мир и радость. Дай нам смелости противостоять вызовам, которые встречаются на нашем пути, и мудрости, чтобы принимать правильные решения. Пусть каждый наш шаг будет основан на Твоей правде и любви, чтобы мы могли достичь цели, которую Ты поставил для нас в этом мире. Боже, в Твоей бесконечной доброте Ты наш постоянный проводник, наш маяк во тьме. Доверяясь Вашему руководству, мы с надеждой и уверенностью идем вперед, зная, что в Вас мы находим силы преодолеть все невзгоды. Пусть наша жизнь станет свидетельством Твоей преображающей любви, а Боже, и пусть мы направим других ближе к Тебе. Дайте нам возможность быть инструментами Вашего мира и любви в этом мире, отражая Ваш свет, куда бы мы ни пошли. Милосердный и сострадательный Боже, мы продолжаем нашу молитву, осознавая, что Ты наш верный руководитель. Среди неопределенности жизни, во времена тьмы, Вы — свет, который освещает нас, показывая нам путь к истине и надежде в этом беспокойном мире. Там, где голоса страха и сомнений часто пытаются сбить нас с пути, мы просим Вас помочь нам сосредоточиться на Вас. Пусть наша вера в Твою доброту и суверенитет останется непоколебимой, даже когда вокруг нас бушуют жизненные бури. Направь нас, Боже, на пути справедливости и праведности, чтобы мы могли чтить Твое имя во всех наших делах. Помоги нам следовать Твоим заповедям и Твоей любви, зная, что, подчиняясь Тебе, мы обретаем истинную свободу и полноту жизни. Когда мы чувствуем себя потерянными или разочарованными, напомните нам о Вашей вечной любви и силе изменить любую ситуацию. Пусть наше доверие будет прочно укоренено в Вас, поскольку мы знаем, что Вы верны и выполняете все Свои обещания. Боже, наш верный проводник, мы верим, что Ты проведешь нас через бурные воды и темные долины. Пусть наша вера в Тебя будет для наших душ крепким якорем, поддерживающим нас в любых обстоятельствах. Давайте же ощущать полноту каждого дня в общении с Вами, ища Вашей воли при любых обстоятельствах. Пусть наша жизнь станет живым свидетельством Твоей любви и благодати, привлекая других к красоте и истине Твоего Царства. По Твоей бесконечной доброте и милосердию мы вверяем свой путь Тебе, Боже, веря, что Ты наш вечный проводник, сейчас и всегда. Продолжая наш молитвенный путь, мы смиренно возносим к Вам свои сердца в благоговение. Ты наш постоянный проводник, свет, сияющий во тьме, всегда направляющий нас с любовью и мудростью. Во времена сомнений и неуверенности укрепите нашу веру и возобновите наше доверие к Вам. Помоги нам помнить, что Ты – наша скала, нерушимая крепость, на которую мы можем полностью положиться, даже когда вокруг нас яростно дует встречный ветер. Пусть мы найдем утешение в Твоем присутствии, а Боже, зная, что Ты всегда с нами, даже в самые темные времена. Пусть наша вера в Тебя горит ярким пламенем, освещая наш путь и вдохновляя окружающих. Направь нас, Господь, на пути истины и праведности, чтобы мы могли жить жизнью, которая чтит и прославляет Твое имя. Пусть наши слова и действия отражают Вашу любовь и благодать, раскрывая миру красоту Вашего присутствия в нашей жизни.
Дай нам проницательность, чтобы распознавать Твою волю во всех ситуациях и смелость следовать Твоим путем, даже когда мир соблазняет нас в разных направлениях. Пусть наша вера в Тебя будет непоколебимой, и наше упование на Твою доброту непоколебимо, о Божьей любви. Доверяю Вам, Вы будете вести нас на каждом этапе нашего пути. Пусть наша жизнь станет живым свидетельством Вашей любви и верности, привлекая других к очарованию Вашего присутствия в их жизни. Даруй нам, Господь, мудрость понимать Твое направление в нашей жизни и смелость следовать Твоим путем, даже когда мир пытается сбить нас с пути. Укрепи нашу веру, чтобы мы могли полностью доверять Твоему плану для нас, зная, что Ты наш верный проводник и постоянный защитник. Можем ли мы всегда обращаться к Вам, ища Вашей мудрости и руководства в каждом решении, которое мы принимаем? Помоги нам твердо стоять в Твоей истине, даже когда мы поддаемся искушению поддаться страху или неуверенности. Любящий Бог, направляй нас во времена тьмы и неопределенности, раскрывая свой свет, который ведет нас к миру и надежде. Пусть наше доверие к Вам обновляется каждый день, осознавая, что Вы – наша опора и наша сила. Помогите нам поделиться Вашим светом с теми, кто потерян и разочарован, чтобы они тоже могли найти надежду и утешение в Вашем любящем присутствии. Позвольте нам быть инструментами Вашего мира и любви в этом мире, направляя других.